Добрый день всем присутствующим. Сегодня у нас будет очень интересный вебинар, которого, наверное, очень многие ждали. Это профилактика нарушений письменной речи. И сегодня с нами в нашей, так сказать, студии замечательный учитель-логопед Чала Елена Васильевна, учитель-логопед школы номер 12 города Сыктывкара, а также она является руководителем городского методического объединения учителей и логопедов. Итак, я предоставляю слово Елене Васильевне. Спасибо. Наша сегодняшняя встреча посвящена очень важному вопросу. Дело в том, что когда ребенок приходит в школу, одно из фундаментальных вот таких вот умений, которым он должен овладеть в начальной школе, это овладение письменной речью. Сама по себе письменная речь включает в себя чтение и письмо. Давайте посмотрим, какие моменты отрицательно влияют на усвоение ребенком вот этих вот психических процессов. Не надо далеко ходить. Если мы посмотрим работу ребенка, смотрите, пожалуйста, которая изобилует вот красным цветом, да, учителем проверено, и какое огромное там количество ошибок, посмотрите. Картина безрадостная, но самое интересное, что это всего лишь речевой ребенок. И если бы этот ребенок у нас к школе прошел курс логопедических занятий, то вот такой картины здесь, конечно, бы не было. Ошибки самые разные. О речевых ошибках я скажу немножко пониже. В этом году у нас по логопеды есть в разных школах в Сыктывкаре. У нас несколько школ. Это школа, перечислены, да? Да, школа 12, 18, 25-я школа, 28-я школа, 30-я, 35-я, 36-я, 38-я и 43-я школа. Вот эти городские школы у нас имеют ставку логопеда, полную ставку. Еще несколько школ имеют как консультантов логопедов у нас, то есть не на полную ставку. И, конечно, мы в первую очередь учитываем эти вот школы. В этом году у нас логопеды обследовали речь детей, и у нас получается, что речевая патология у нас идет в пределах 38%. То есть достаточно большое количество. Конечно, тут есть и те первоклассники, которые пришли в школу, вот опять же, неподготовленными, либо недостаточно подготовленными, и поэтому вот мы рассчитываемся письменной речью. Я хотела бы обратить ваше внимание, если позволите, объяснить немножко из опыта своей работы вот о том, что же мы должны учесть. Учесть должны учителя, конечно, и родители, и учителя должны доносить до родителей вот такие вещи. Во-первых, для того, чтобы ребенок был успешен в письменной речи, он должен быть к этому готов. И одно из первых – это состояние здоровья ребенка. Во-первых, самая первая патология здесь – это патология неврологическая. У нас достаточно большое количество детей, которые имеют патологию неврологическую, и в то же время есть дети, которые либо недообследованные, либо недостаточно родители учитывают вот это вот специфическое развитие своего ребенка. В неврологической патологии на первое место я бы поставила травму шейного отдела позвоночника. Во-первых, она имеет конкретные последствия. Это мозговые дисфункции, это речевая патология, это слабость мелкой моторики рук. Но согласитесь, что все три момента, конечно, отрицательно сказываются на дальнейшее обучение первоклассника. Вот. Кроме того, есть так называемый еще у нас гипертензионный синдром. Часто это диагноз проставлен в детском саду, но перед школой он снимается, потому что если ребенок не жалуется, не по данной причине нет никаких справок, то значит стало бы все в порядке. Но такие дети, поступая в школу, особенно к концу учебного года, просто перенапрягаются, устают сильно, и у них опять начинается проявление этого синдрома. То есть эти дети обычно бывают, головные боли, естественно, у них могут быть носовые кровотечения, которые не связаны с лор-патологией. Кроме того, у них, эти дети очень обидчивы, даже я бы сказала патологически обидчивы, плаксивы. У них плохой сон, либо плохо спят, либо они просыпаются во сне. Вот. То есть вот это проявление гипертензионного синдрома, то есть повышенного внутричерепного давления. И, конечно, у таких детей будут и особенности письма, соответственно. И еще есть так называемая категория детей с церебростеническим синдромом. Это дети часто
им страдают дети гимназических классов, гимназий страдают. То есть дословно переводится как мозговое утомление. Это дети, которые начинают учебный год очень хорошо, а к концу мама говорит, ну как подменили. Вроде тоже мой ребенок, а вроде и не мой ребенок. То есть ребенок просто устал. И дети, имеющие патологию неврологическую, конечно, должны пролечиваться. Очень многие родители негативно относятся к лекарственным препаратам, считают, что их пить не надо. Но дело в том, что если есть проявление на письме, тогда, естественно, конечно, это совсем другой разговор. Но какие работы, какие ошибки у этих детей? Во-первых, эти дети истощаемы. И я всегда привожу пример, что многие родители пытаются просить своего ребенка переписать работу. Вот, например, ребенок сделал домашнее задание, а там большое количество ошибок. И, естественно, маме хочется, чтобы работа была более-менее идеальная. И он просит, что ребенок не против. Он садится, переписывает с большим старанием, но вторая работа оказывается еще с большим количеством ошибок. То же самое касается всех остальных повторов. То есть неврологического ребенка нельзя заставлять переписывать работу. Это как раз идет только ему во вред. Но опять же, для того, чтобы знать и так поступать, надо знать, что патология у ребенка есть она или нет. И, конечно, должна быть обязательно все-таки компенсирована. Но еще в этой же связи хочу еще отметить внимание ваше на то, что есть еще дети, очень большое количество детей приходит со сколиозом, с нарушением осанки даже, короче, да. Вот там, получается, мы подсчитывали, что каждый второй ребенок из детского сада приходит, и у него уже стоит нарушение осанки. А ведь необходимо все-таки знать о том, что 70% всех головных болей идут от нарушения осанки. Поэтому мы всегда просим и учителей пересаживать, чтобы в классе дети не раз в месяц пересаживались, а, конечно, почаще, раз где-то, не раз в четверть, извините, а раз в месяц, и чтобы даже среднюю диспансерную колонку тоже менять местами, для того, чтобы был правильный наклон головы, потому что это очень важно. Вот то, что касается неврологической патологии. Но если бы только один невролог нам тут, так сказать, мешал, гораздо больше. Теперь давайте посмотрим лор-патологию. То есть многие дети у нас приходят в школу, и они не дослышат. Я не хочу сказать, что у них такое стойкое снижение физического слуха, они просто не дослышат. И на внешнем это может никак не проявляться. То есть может не заметить учитель, может не заметить даже мама даже, может не заметить. А это сказывается на письме, потому что такой ребенок начинает путать буквы. Вместо звонких согласных букв с соответствующим звуком он пишет глухие. Получается, что, опять же, это же опять ошибка, потом, которая является очень стойкой ошибкой. Кроме того, такой ребенок не дописывает окончания слов, отдельные слова у него могут опускаться, не дописывает предложения. Вот. Поэтому достаточно, конечно, серьезная проблема. А что именно может привести к такому снижению слуха, такому незначительному, но важному для письменной речи? Во-первых, это, конечно, частые респираторные заболевания и осложнения после них в виде отитов там, или в виде каких-то других респираторных там проявлений. Это, конечно, теперь у нас аденоиды, наша беда, которая сейчас у очень многих детей, и аденоиды высокой степени развития. Конечно, они влияют, потому что влияют на слух. Были случаи, что после наркоза ребенок по показаниям получал наркоз и тоже снижался физический слух. Вот такое было. Ну и, конечно, пресловутые серные пробки, которым подвержен некоторый организм. И вот если ребенок сидит серной пробкой к учителю в классе, а рабочим ушком глухой стене, то это практически тугоухий ребенок. И, естественно, формирование процесса письма идет неправильно, с ошибками. Конечно, в таком случае что мы делаем? Если мы видим ошибки у ребенка, вот характерные для слабослышащего ребенка, мы направляем его на аудиометрическое исследование слуха на аппарате. Как раз там очень хорошо все видно, и то ухо, которое является ведущим, более сохранным, и то ухо, которое является немножко с нарушением слуха, со снижением слуха, и мы решаем, как правильно посадить ребенка, и, конечно, сурдолог у нас всегда, сделав аудиограмму, дает свои рекомендации. То есть нуждается ребенок в таком
подходе каком-то, да, то есть Да, возможно, он, да, нуждается даже в медикаментозной медикаментозной, поддержке, да, да, в любом конечно, случае. конечно. То есть, иными словами, когда у ребенка стойкое снижение слуха, и у нас есть такие дети, у нас есть дети со слуховыми аппаратами, у нас есть дети имплантированы коклеарными имплантами, то есть тут все понятно, тут все понятно. А вот когда именно незначительное снижение, которое таким кажется безобидным, да, никуда его вроде как не выходит оно, а на письмо как раз оно влияет. Ну, далее еще, конечно, очень хотела бы отметить, конечно, окулиста, естественно, третьему врач, да, это окулист. У окулиста тут у нас встречаются дети как с близорукостью, так и с дальнозоркостью, и с личными другими особенностями. Обязательно надо это учитывать. У многих детей острота зрения теряется к концу первого класса. Все-таки они перенапряжение глаз, да, пользование компьютерными теперь технологиями, вот этим всеми, то есть, да, телефонами, опять же, гаджеты различные, которые все-таки идет все на перенапряжение на глаза идет, и, конечно, вот это влияет. Надо отметить, что ребенок, который перестает исправлять ошибки, вот всегда нужно обратить на это внимание, потому что классная работа всегда проверяется учителем. Классная работа, то, что было написано на доске, я имею в виду. И если ваш ребенок, например, вообще, если ребенок пришел и у него неисправленные ошибки в классной работе, причем он утверждает, что так было на доске. Вот, как правило, всегда мы очень наблюдаем за такими детками, потому что действительно, возможно, здесь снижена уже острота зрения. То есть нужны очки или просто нужна консультация и наблюдение окулиста. Наблюдались у нас дети и с дальнозоркостью в начальной школе, хотя это вроде как скажется странным, да, но тем не менее такие моменты у нас были. Мы наблюдали до 4 детей в одном классе в начальной школе, которые имели вот дальнозоркость. То есть вблизи формировать очень трудно почерк у такого ребенка. Он плохо видит строчку, он не слышит того, что ему объясняет учитель, потому что у него расплывается, он не может выполнить работу так, как надо учителю и, конечно, родителям. Поэтому наблюдение окулиста – это очень важно. И еще у окулиста, конечно, дети, которые у нас, вот, мы всегда направляем к окулисту тех детей, которые имеют неврологическую патологию. С нашей точки зрения, которые хотя бы просто, мы заподозрили, что тут что-то может быть неладно. То есть у окулиста здесь необходимо посмотреть глазное дно. Я всегда говорю с пристрастием, потому что на глазном дне вся работа мозга, она вся нарисована. Поэтому посещение окулиста, конечно, является очень важным вопросом. Из различной такой, вот, скажем так, терапевтической патологии, вот раньше одно время у нас было довольно много детей с бронхиальной астмой. К сожалению, сейчас мы тоже от нее не избавлены. Вот, то есть заболевания, которые ослабляют ребенка просто чисто физически, естественно, психически. Вот, то есть такие дети, конечно, у нас должны быть наблюдением. Были дети с сахарным диабетом. В настоящее время как-то поменьше стало, вот, но встречаются. Но хочу обратить внимание на такое заболевание, как атопический дерматит. Вот это наш теперешний бич наш, потому что у ребенка начинаются какие-то высыпания на теле, на коже, и это, естественно, очень сильно влияет на общее состояние организма ребенка. То есть он не может спокойно сидеть в классе и постигать наше обучение, потому что у него кругом начинает зудеть, И самое интересное, что та стадия зуда не является начальным проявлением атопического дерматита. Это уже, к сожалению, то есть мы уже пропустили начало этой болезни. Констатация факта, да, когда это уже действительно видно. Вот. А когда начинается просто у ребенка сухость кожи, вот в принципе ведь не должно быть сухости кожи у маленького ребенка. Начинается сухость кожи, вот это покраснение сначала, и потом это переходит дальше, когда не лечено. То есть вот атопический дерматит тоже на сегодняшний день нас по состоянию здоровья очень беспокоит. Вот. Вкратце вот такие явления по состоянию здоровья. Но я повторяю, что самое главное, конечно, это то, как себя ребенок чувствует. Здоровый ребенок должен хорошо осваивать программу и, конечно, процесс письма. Теперь следующий момент – это, конечно, речевая готовность ребенка к школьному обучению. Она является очень важной, очень важной. И часто дети приходят к нам, вот я сказала уже о патологии 38%, а должна быть сколько? Должна быть 0. Да? То есть речевой патологии в принципе… Большое количество детей в последнее время у нас все-таки с речевой патологией попадают уже в школу. Да, то есть это не проходят они какой-то курс обучения, лечения до начала поступления в школу.
И понятное дело, что у детей тогда в школе возникают серьезные проблемы, и в первую очередь проблема как раз вот с письмом, с письменной речью. Да, действительно. Вообще, что значит устная речь ребенка? Вот приходит ребенок в школу, мы проверяем у него устную речь. Это звукопроизношение, безусловно. То, что обычно всем слышится, всем родителям и всем специалистам тоже все знают, что звукопроизношение. Это, конечно, фонематические процессы, это слоговая структура слов, это лексический запас и грамматический строй. То есть, если ребенок обследован логопедом, и он пишет «устная речь в норме», это значит, что он проверил все основные вот эти параметры. Может, мы тоже покажем? Может, Да, все основные компоненты, на которые речи стоит обратить внимание при подготовке детей к школе, к школьному обучению, то есть на этапе дошкольного образования и обучения детей. Спасибо. Так, давайте немножечко пробежимся по нашей устной речи. Звукопроизношение может нарушаться по-разному, это разные группы нарушены. Но что главное для обучения? Ребенок может искажать звуки речи, может пропускать звук, то есть опускать совсем, нету звука в речи, может заменять один звук другим, и еще может быть смешение звуков. Из этих 4 характеров нарушенного звукопроизношения не влияет на письменную речь только искажение звуков. То есть аналог звука у ребенка есть, он им пользуется, но он звучит по-другому, чем требует норма нашего произношения. Поэтому, в принципе, с этим жить можно, и если это не в структуре какого-то дефекта общего речевого, более сложного дефекта, не в структуре, то это не является вот таким что-то очень... Большой, серьезной да, то есть это эстетическое чисто, но если ребенок пропускает звук, вот представьте себе, приходят дети, которые у нас, допустим, пропускают звук «ш», да? Звук «ш». Как правило, «ш», «ж» вместе там пропускаются вместе, это группа шипящих. В норме шипящие звуки формируются у ребенка к 4 годам. Если это происходит в школе, представьте себе, он пропускает очень уже какое долгое количество времени, он пользуется чем? Звуком, которого нет. Чаще они заменяют его на звук «с», вот шипящий на «с» и «з». Бывает просто опускают, но каким образом можно обучать его письменной речи, то есть чтению и письму, если звука нет? Либо он заменен стойко, либо он сейчас говорится по одному так говорится, в следующий раз говорится так, то есть нет определенного фонема, которая соответствует. Нет, естественно, это будет на письме в неправильной букве, он так и будет, или пропускать эту букву на письме, либо ее заменять каким-то другим, обозначением. Но все это влечет, конечно, ошибки. Поэтому так важно следить за тем, чтобы ребенок пришел в школу с правильным звукопроизношением. И особенно, чтобы у него не было пропуска звука, смешения звуков и замены. Это очень-очень важно. Далее идет такой компонент, как фонематическое развитие. Это фонематический слух и звуковой анализ слов. Фонематический слух – это категория чисто логопедическая, наша категория. То есть как у ребенка формируется образ фонемы, как он его обозначать будет далее при письме. И вот здесь, конечно, очень хочу обратить внимание, что зачастую дети, которые посещают логопеда, занимаются с логопедом, достигли определенных результатов, и, как правило, на летнее время, либо расставаясь с логопедом, логопед всегда дает задание для родителей, что вот эти звуки нужно закрепить в самостоятельной речи и отдифференцировать от таких-то, таких-то. К сожалению, не всегда родители внимательно относятся к этой рекомендации нашей. И ребенок, приходя в школу, видно, что звук у него поставлен, а развлечения недостаточно. Следовательно, опять же, будут ошибки. Речевые ошибки в данном случае могут быть не только, вот как у слабослышащих, оглушение звонких согласных, парных, например, но могут быть и в другую сторону, озвончение, наоборот, вместо глухих звонкие. Это могут быть африкаты, то есть двойные звуки наши, которые ч, щ, ц, они являются более сложными, двойными звуками. И ребенок может вместо целого звука, например, вместо звука ц, он расщепляет его на т, с, и на письме пишется либо буковка т, либо буковка с.
опять же получается ошибка. Без логопеда никак не справиться. Поэтому вот фонематические процессы – это очень и очень важно. То, что касается звукового анализа, здесь это как раз тот момент, который нам могут помочь сами родители. Потому что мы всегда идем с ребенком за ручку, о чем-то разговариваем. И вот как раз здесь можно вполне придумывать слово на заданный звук, либо отгадать, какой звук стоит первым, какой звук стоит последним. Очень важно здесь отрабатывать мягкие согласные, потому что часто говорят, какой первый звук в слове мячик. Ребенок отвечает «м». Да? Хорошо, если «м», а не «м». Или Да, или еще как-то. И родители очень довольны, потому что ребенок выделил. Но дело в том, что еще причем еще говорится так, какая буква, многие говорят часто, Да. какая буква в слове мячик первая? Буква «м». Во-первых, буквы «м» вообще не существует вообще, поэтому название буквы я вообще бы не рекомендовала учить до школы. А во-вторых, «м» – это два звука, звук «м» и звук «э». Их нету в слове мячик вообще. В слове мячик первый звук «м», то есть мягкий звук. Поэтому вот надо все-таки в игровом вариантах детей учить вот этому звуковому анализу. Это подсильно и родителям, но это очень важно. Далее у нас идет слоговая структура слов. Слоговая структура мы обычно проверяем по тестам Марковой. Там их существует много классов, у нас немножко упрощенная система. И, конечно, вот, например, когда маленький ребенок заменяет какие-то слоги друг другом, да, либо опускает слог, либо что-то там еще переставляет слог. Это очень, я всегда говорю, записывайте, мам, потому что это все забывается, потому что нарочно это не придумаешь. Но все это хорошо, и нас очень забавлять должно только до обучения, вот, подготовки к школе. Потому что любые из этих ошибок, естественно, отразятся на письменной речи. Естественно, и на чтении, и на письме. Далее идет лексический запас. Вообще лексический запас, словарный запас ребенка, поступающего в школу, запас первоклассника достигает 3,5-4 тысяч слов. Достаточно большое количество. И для того, чтобы удержать его вот в таком тоне, в таком темпе, вернее, в таком темпе, надо, чтобы ребенок узнавал в день не менее 4 новых слов. А вот интересно, узнает у нас ребенок 4 слова в день? Скорее всего, конечно, нет. Опять же, здесь мы должны подключать родителей, естественно, чтобы они на это обращали внимание. Но еще хотелось бы мне сказать, что часто ребенок неправильно трактует название, значение слова. Например, вот я всегда привожу пример, что было такое слово у меня «лебеда» для занятий. Я спрашивала детей, что такое лебеда. Вот самые разные я послушала мнения. Лебеда – это много лебедей в одном месте. Лебеда – это лебединая беда. Лебеда – это лебединая болезнь. Ну и так далее. Что такое полевые цветы? Это цветы, которые поливают. Вот. И так далее. Ну, то есть, что такое баранка? Баранка – это жена барана. То есть даже взрослому человеку вот, ну, не придумаешь такие значения. А ребенок что берет? Он берет акустическую оболочку слова, звуковую оболочку слова, и примерные какие-то слова, которые он знает. И он его вкладывает, свой смысл, вот в эту акустическую оболочку. Поэтому, конечно, я всегда призываю родителей, если ребенок спросил у вас что-то, значение какого-то слова, почтите за честь ему ответить. Потому что только в таком случае это значение укрепится у ребенка в активной речи, он будет им пользоваться, причем правильным пользоваться значением этого слова. Ну, не секрет, что мы, как родители, часто бываем отмахиваемся, нам всегда некогда, мы всегда заняты, вот, и поэтому не всегда реагируем должным образом. Вот я всегда к этому призываю. Ну и последняя категория, последняя составляющая устной речи – это грамматический строй. Тоже очень важная составляющая. Это то, как ребенок согласует слова между собой. Тут могут быть самые разные ошибки. И если в устной речи есть элементы неправильного согласования, то это, конечно, будет и в речи письменной. Поэтому, если ребенок как-то неправильно построил свою речь, надо обязательно его остановить и дать образец правильной речи. Вот вкратце это по устной речи. Хотела бы еще отдельно обратить внимание всех слушающих на то, что я всегда противник того, чтобы ребенка с речевой патологией учили читать. У нас родители любят готовиться к школе, посещают разные кружки,
разные, при школах есть разные школы подготовки к первоклассникам. Все это хорошо для ребенка, который к этому готов. Но если патология речевая у ребенка есть, а вы учите его читать, то этим самым вы закрепляете речевой дефект. И ребенок, да, практика пользования получается очень большой, и придя в школу, такому ребенку очень трудно потом что-либо вообще исправить, потому что чтение, оно же механически тоже подкрепляет, и получается, что этого делать нельзя. То есть прежде чем поступить в школу такую первоклассника, да, для подготовки именно к чтению, когда вы точно знаете, что ребенка там будут учить читать, надо сначала узнать, каково развитие речи на сегодняшний момент у ребенка. Правильно ли звукопроизношение у ребенка, да. Насколько грамотно он произносит слова, насколько чисто у него звучат все звуки, для того, чтобы он мог правильно ассоциировать, да, конечно, то, что он читает, и доносить себя, как правильно мы говорим, фонематику. Да? И еще я как бы дополню, да, немножечко, Лена Васильевна. Я так думаю, что вы со мной согласитесь, что и родителям, и педагогам дошкольно-образовательных учреждений следует все-таки обратить внимание на чтение. То есть на ту литературу детскую, которую мы очень часто в последнее время все-таки мало даем детям. А это все-таки это и тот же лексический запас, конечно, который дети усваивают, слушая нас. Это и образец правильной речи, грамотной. То есть ребенок слышит, ребенок видит, ребенок ассоциирует это с собой. Ребенок пытается повторить где-то, да, перенести на себя, пытается повторить ту же артикуляцию грамотности слов, если это все грамотно сделано. И если даже нет возможности почитать книги, то сейчас достаточно большой объем записей, да, аудиокниг, именно хорошего качества, которые можно как бы, да, донести до конечно. детей. И, кстати, дети очень хорошо воспринимают аудиозаписи, очень хорошо. И я так думаю, что это будет очень хорошим таким подспорьем, да, подготовки именно к школьному обучению, именно к письму и к чтению. Конечно. То есть мне кажется, что вот этот момент нужно обязательно, да, рассматривать и акцентировать на нем, особенно вот где-то в возрасте 4-5 лет, когда дети активно усваивают речь. Ну, вообще связанная речь сама по себе является очень важной, потому что приходят детки, я всегда даю картинку со скрытым смыслом и прошу ребенка придумать рассказ по этой картиночке, да. То есть картинка небольшая, не огромная, но в ней, конечно, есть и скрытый смысл, который надо уловить и который надо передать. То есть составить небольшой рассказ вот по этой картинке. И самое интересное, без помощи логопеда очень малое количество детей, очень малое, которое может сделать это самостоятельно. То есть получается, если чуть-чуть ребенку даешь какую-то помощь, чуть-чуть подсказываешь, да, и он потом хватается, и он очень хорошо потом рассказывает. Вот это о чем говорит? О том, что просто где-то в садике меньше внимания уделили, родители меньше разговаривали с ребенком. Хотя все говорят, что ой, у меня такой разговор, такой болтливый. Мы все болтливые ни о чем. А когда дается конкретная учебная задача, то есть нужно именно по этой картинке составить, вот это ведь надо этому учиться. И поэтому, конечно, связанная речь очень является важной. Когда ребенок приходит в первый класс, учителю, конечно, хорошо, когда он уже пришел с хорошей связанной речью. Это полные ответы на вопросы, это грамотное построение грамматически, да, то есть это какой-то опыт общения. И понимание речи. И понимание, конечно. И поэтому учителю уже как-то и легче оттолкнуться. Он может ребенка дальше двигать, да? Вот. Но поэтому, конечно, развитие связанной речи хотелось бы, чтобы оно, конечно, у нас было лучше, потому что все-таки большинство детей испытывают сложности. Да, но мне так кажется, у нас с вами дети есть, да, выросли, вот, и поскольку мы все-таки больше привязаны к логопедической работе, хочется обратить внимание все-таки и родителей, да, в первую очередь, и специалистов на том, чтобы они как бы больше обращали внимание с точки зрения вопросов у детей. То есть вы задавайте им больше вопросов, допустим, о том же элементарном каком-то мероприятии, да, а что вы делали, чем ты занимался, да, что вы проходили, да, чем вы играли,
допустим, детки в детском саду, детском да, саду. или, допустим, сводили детей на занятия физической культурой, да, переспросите у детей в группе, а что вы сейчас делали, да, чего мы делали, чем мы занимались, да, Конечно, кто конечно. прыгал, кто приседал, то есть это как раз-таки пополняет не только лексический запас детей, да, но и как раз формирует вот этот вот связанной опыт речью. пользования Конечно, вот той самой конечно. связанной речи, умение описывать, да, какую-то ситуацию, как раз вот те наши пресловутые сочинения, которые всегда страдают у Да, детей да. впоследствии. То есть, конечно, это очень важно. И действительно, вот вы правильно сказали, что это ведь и на эмоциональном фоне очень, когда ребенок Конечно, только пришел безусловно. откуда, у него эмоции его переполняют. И оно у него хорошо откладывается Вот. тогда в памяти, и ребенок это долго хранит и может перенести на другой момент. Конечно. Гораздо хуже, когда ребенок молчит и не говорит, не Да. рассказывает. То есть у него как-то или впечатления такие, или бывает, что ребенка просто мало спрашивают дома. Мало, и он не привык к тому, что вот рассказать Да, что-то. поэтому как бы очень бы хотелось все-таки привлечь внимание наших родителей в первую Да. очередь, да, что спрашивайте детей обо всем. Забираете ребенка, пока он одевается, вы не говорите по телефону, вы у него спросите, да, Совершенно спросите, верно. а что ты делал, да, а куда вы ходили, а чем вы сегодня целый день занимались, я же не видел. Конечно. Правда? Поинтересуйтесь. И неважно, интересно вам это на данный момент или нет, пусть он вам выскажется. Совершенно правильно. То, что касается ребенка, мы должны все-таки спрашивать, конечно. Но еще хотела бы отдельно остановиться на вопросе латерализации, то есть ведущей половины тела. У нас ведущая половина тела – это ведь не только рука ведущая, это ведущее ухо, ведущий глаз, нога, ну и рука, естественно, да? Вот. Но и когда у детей перекрестная латерализация, либо неопределенная ведущая половина тела, это как раз тоже очень плохо сказывается на владении письмом. Мы можем переучить руку, как раньше делали. Теперь, кстати, тоже есть мнение о том, что надо переучивать детей. Но вот на сегодняшний день я бы поспорила вот с этим. То есть мы должны понаблюдать еще. Если есть такое мнение, если у ребенка это проходит безболезненно, то можно переучивать. Но ведь у истинного левшу не переучишь, если это действительно истинный левша. Это если равнорукий ребенок, да, конечно, можно как-то более развивать другую руку. Мы можем переучить руку, но мы не можем переставить ребенку ногу, ухо и глаз ни в каком случае. Да? И, естественно, мы не можем переставить речевой центр, который у правшей находится в левом полушарии, в левшей в правом. Поэтому, когда центры речевые начинают путаться, когда ребенок вот переучивается слева направо, то у него появляются тоже характерные ошибки на письме, которые вот именно связаны вот с оптическими моментами, то есть с расположением буквок в пространстве, он начинает это путать. Поэтому процесс вот формирования латералиты, да, это надо, конечно, смотреть. То есть ребенок уже в школе уже мы должны знать, это левша действительно или правша. Вот. Иногда бывает родители говорят, да вот я что-то не знаю даже, вот не знаю, и так бывает. Ну, тут обычно мы изучаем родословную, так сказать, были ли в роду левши. А, кстати, быть левшой не так плохо. Это очень даже талантливые люди, и поэтому, в принципе это как бы это не проблематично, конечно, и не является большой патологией. Это не является патологией. Это для нас, как бы для большей половины населения, скажем так, да, кто правша, ведущая все-таки правая рука. Но люди левши точно такие же, просто у них все переносится в другую сторону, как бы все зеркально. Точно такой же ребенок, и точно все очень даже хорошо. Да так они еще ловко пишут, как посмотришь, так прямо есть некоторые очень так ловко пишут. Ведь неплохие и бывают. Почерк неплохой. Я помню, у меня был инсультный больной, у которого правая рука совершенно не работала, он стал писать левой. И вот когда он начинал только левой писать, да, было страшно все. Но потом, когда я увидела через парочку лет, прекрасно. Так что все это вот можно переучить, всё но для ребенка это совершенно другой вопрос. То есть тут есть когда необходимость, прямо вот такая радикальная, а тут совсем другое. Ну и еще хотела бы я остановиться на психологической готовности ребенка к школьному обучению. Многие часто неправильно понимают этот термин сам по себе, считают, что это вот желание больше ребенка. Хочешь идти в школу? Ой, хочу. Ой, как хорошо. Он прямо хочет, он не спит, он хочет идти в школу. Но ведь на самом деле психологическая готовность – это тот уровень развития основных психических процессов, когда ребенок может перейти свободно от основного вида деятельности игровой к учебной. То есть это совсем разный вид деятельности. Игровая деятельность бывает задерживается у ребенка. То есть он бывает приходит в школу и все еще играет. У нас есть такие детки, которые очень любят тетрадку трепать.
любят карандашиками или чем-то даже. Ну, если даже у них все уберут, то тетрадь-то все равно останется на парте. И вот сразу видно у ребенка психологически незрелого, что он все это вкладывает вот в эти вот предметы. Обычно в конце, перед выпуском из детского сада, обычно ребят смотрит психолог и дает конкретные рекомендации. Я всегда говорю, что впереди целое лето. За лето можно очень еще многому поработать в плане подготовки к школе. Поэтому к рекомендациям психолога надо, конечно, прислушиваться. Безусловно. Они очень помогут дальше в Да, дальнейшем. еще, Лена Васильевна, такой вот наболевший вопрос. Да, понятно, что письменная речь, она сложный процесс, она очень такой индивидуальный процесс, скажем, да, для каждого ребенка. Психологическая готовность к школе, ведь она же качественно влияет, да, на именно на подготовку руки к письму и вообще подготовку ребенка к письменной речи. Да. Поэтому, конечно, вот вопрос такого порядка. И очень часто у нас дети получаются, как сказать, половинчатые, да, которые приходят в школу, допустим, в 6,7, в 6,3, то есть не полные семилетки. Вот как тут обойтись и на что больше обратить внимание, к кому больше как бы прислушаться, да? То есть надо ли в такой ситуации идти к психологу, чтобы очередной раз как бы проверить, посмотреть, готов ли ребенок и насколько он готов, да, и стоит ли торопиться с этим поступлением в школу, или все-таки стоит немножечко как бы ребенка затормозить? Ну, я поняла ваше волнение в этом плане, потому что действительно довольно большое количество детей поступает неполных 7 лет. По законодательству, конечно, если там ребенку там, более 6,5, он имеет право идти, естественно. Всегда закон на стороне родителей, и они, но часто оценивают родители своего ребенка неправильно, недостаточно. Как правило, даже если у него с речью все в порядке, допустим, с речью, да, ну, я, конечно, хотела бы тоже такого ребенка, мы обычно такие идти смотрим в своих школах, чтобы дать какие-то рекомендации. Консультация психолога будет здесь очень уместна, конечно, очень уместна. Но бывает родителей не переубедить. Потому что вроде все хорошо, как правило, действительно все хорошо. Если нет по состоянию здоровья никаких противопоказаний, то, что вот я говорила в начале, если речевое развитие хорошее, но то, что подводит такого ребенка, это мелкая моторика рук. То есть моторно они развиты все-таки еще вот недостаточно. А родитель только тогда это поймет, когда ребенок начнет писать. А начнет он писать потихоньку буквы, потихоньку, там все еще кажется недоразумением, а вот после Нового года, когда уже текстики начнут там слова писать, небольшие предложения, вот тогда уже становится ясно, что поторопился родитель, но время ушло. Поэтому, конечно, в случае ребенка вот с неполным 7-летним, надо, конечно, очень посоветоваться в первую очередь, не в семье, конечно, мнение семьи это важно, вот, но, конечно, со специалистами, которые дали бы конкретные рекомендации. Чуть незрелого ребенка лучше задержать. Лучше задержать. И с какой-то патологией то же самое. У меня всегда, привожу пример, у меня мама приходила ко мне, она приводила ко мне ребенка. И когда вот у нее такая ситуация случилась, она сказала, пришла и говорит, ну как вы рекомендуете? Я говорю, я порекомендовала еще на год остаться все-таки. Мама прислушалась к моему мнению. Вот я очень так помню этот момент, что она действительно прислушалась и пошла на год позже. Зато этот год она посвятила и физическому развитию, и там танцам, хореографию они ходили. И к логопеду-то они ходили уже, хотя уже все практически закончили, они дополнительно еще развивающие занятия получали. И девочка в дальнейшем была настолько успешна, и мама говорит, я когда шла на родительское собрание, я шла всегда вот расправив плечи. Я приходила, и мне, говорит, так хвалили моего ребенка, что, говорит, прямо, ну, приятно. Но ведь согласитесь, что это мамин труд, который она вложила. И этого всего бы не было, или не в такой степени, как вот если бы она пошла в школу раньше, правда? Если бы она не прислушивалась к мнению специалистов, конечно. Ну, нам всем хочется, чтобы наши дети сразу писали хорошо, читали хорошо, произносили, чтобы все было сразу. Да, но, как, к сожалению, не получается сразу. Для этого надо приложить труд. И поэтому вот мама, конечно, поступила очень мудро, что она вот так. И мне хочется, чтобы все родители шли на собрание родительское, расправив плечи, чтобы они знали, что в его ребенке обязательно найдут что-то какое-то хорошее, что-то его похвалят. Но, к сожалению, чаще получается, когда мы особенно видим письменные работы ребенка, что там, конечно,
не совсем все в порядке. То есть вот эта вот психологическая незрелость, она тоже Да. качественно отражается на письменной речи ребенка впоследствии. Да, конечно. Мгм. И, значит, то, что касается мелкой моторики рук, я бы хотела еще обратить внимание и учителей, и родителей на то, что надо развивать. Руки надо просто развивать ребенку до школы. Для этого ведь мы используем разные, я всегда рекомендую. Самое мое любимое, это сразу после института, когда я только начала работать, я тоже долго думала, как же надо вот мелкую моторику-то развивать. Чистить картошку в мундире. Всегда я говорю, возлюбите картошку в мундире. Пожалуйста. Кто должен чистить? Ребенок. Чистить крупу, там, перебирать крупу. Очень прекрасно сорняки дергать. Это прекрасно, абсолютно щипковое это явление. Собирать ягоды. Прекрасное упражнение. Другое дело, что если вы сразу ребенку дадите огромное ведро, и он там будет, конечно, по ягодке ложить, это не будет Маленькая результата. ведерочко. Надо дать маленькую чашку. Самим большое ведро, а ребенку маленькую чашечку. Она будет наполняться быстро, и он будет, перекладывая, видеть результат своего труда. То есть нужно, конечно, делить на мелкие такие. И в таком случае, конечно, и бытовая проблема в какой-то степени решается, домашняя. Ребенок научается труду. Конечно, И в конечно. то же время как раз вот эта наша проблематика И мелкой моторики, да, рук. Для письма это очень вырабатывается. важно. Но ведь не каждый раз, не всех же заставить там пришивать пуговицы или вязать. Особенно мальчиков, наверное, это как-то не совсем. Редко, когда мальчики на это как-то склоняются. Вот. А вот такие вот элементарные, конечно, на занятиях логопедических в школе, на каждом занятии мы проводим упражнения для развития мелкой моторики рук. На каждом занятий, потому что я считаю, что это просто необходимо. Потом у меня есть методика авторская с катушками, так называемая, потом можно будет когда-нибудь ее показать, если кому-то будет интересно. Ну, я так думаю, Елена Васильевна, мы еще один вебинар Да, это сделаем, и когда-нибудь тогда как раз отдельно, посвятим вот да, этим вот разработкам по работе. упражнениям, да, Мгм, то по есть все упражнениям. гениально и просто, и тут они, дети, вот мы это используем, мы уже видим результаты, то есть это очень хорошо. И вообще всегда легче ребенку манипулировать с предметом, когда есть какой-то предмет, а не просто, как вот мы раньше одно время делали упражнения для пальчиков, это тоже хорошо, но до определенного момента. То есть потом как-то надо придумать что-то новое, мы должны как-то менять все это в подходе. Так, ну вот вкратце, я бы сказала, вот вкратце. Вообще в норме формирования чтения, формирования письма имеют определенные этапы в своем развитии. Для того, чтобы поговорить о непосредственных нарушениях письма и чтения специфических наших, конечно, нам нужно сначала посмотреть норму. Но я думаю, что это надо будет сделать, наверное, в следующем, да, когда-нибудь, если будет интерес, потому что по объему это большой материал очень. Вот, и в заключение я всем родителям и специалистам желаю всегда, чтобы дети были успешны, чтобы они радовали нас и специалистов, и, конечно, родителей, для того, чтобы все у них получалось с нашей помощью. Ну, профилактика, естественно, заключается в первую очередь, да, в направлении взаимовыгодном содействии, Содействие, да, да. обязательно. Это и работники Дошкольного дошкольного звена, образования, да, звена, безусловно, начальной школы, да. Стоит обратить внимание, что в последнее время как бы достаточно мало вот это межведомственное Да, взаимодействие конечно, происходит. конечно. Поэтому хотелось бы больше, да, как бы вот таких вот, может быть, круглых столов Круглых каких-то, столов, да, наблюдений обсуждений, специалистов да. разного профиля, конечно, Вот. конечно. Обязательно хотелось бы обратить внимание, что профилактика нарушений именно письменной речи заключается не только в работе узких специалистов, да, но и все-таки в педагогах дошкольного образования и в родителях. Безусловно, конечно, я То согласна. есть вот эти вот наши почитаем, послушаем сказку, да, развитие вот этой мелкой моторики, ну как бы подводя итог, да, нашего Контроль вебинара, за связанной речью. контроль за обязательно. связанной речью, да, очень даст хороший толчок, да, как накопительный эффект для того, чтобы впоследствии у ребенка не было каких-то нарушений, да. И обязательно еще хотелось бы остановиться, да, Елена Васильевна, и спросить у вас, помимо того, что мы уже обговорили вот эти вопросы, что мелкая моторика очень важна, что очень важно обращаться все-таки к узким специалистам, да, если возникают какие-то ситуации. Да. Это лор, это тот же окулист, невролог обязательно, да, то есть если какие-то ситуации, обязательно обращаем внимание и все-таки прислушиваемся к тому, что говорят нам специалисты.
Это обязательно. Плюс ко всему хотелось бы еще сказать, что визуализация в обязательном, да, порядке, потому что соотношение буквы и звука, Звука, и написание этой буквы очень имеет большое значение именно тоже в профилактике письменной речи. То есть здесь не обязательно ребенок должен уметь читать. Читать совершенно не обязательно. Ребенок не обязательно должен знать весь алфавит наизусть. Конечно. Он даже не обязательно должен знать этот алфавит. Но соотносить, да, допустим, элементарно куб, квадрат, да, и цветовое соотношение, то есть соотношение чего-либо с чем-либо визуально, да, ребенок должен уметь. Ну, естественно, да. Вот, поэтому к школе, я так думаю, что не обязательно ребенок должен бегло читать, знать, понимать эти буквы, да, там еще что-то, но вот элементарные вещи, когда соотношения, допустим, да, визуализированные какие-то, он должен уметь. Да, конечно. Для того, чтобы потом впоследствии в школе все-таки он научился грамотно писать. Это программа все-таки детского сада, ведь они все-таки рассчитаны на это. Я думаю, что в детском саду этому учат. Ну, это безусловно, но и родители тоже должны к этому подключаться, я так думаю, да. Поэтому, в принципе, это профилактика письменной речи, это, естественно, внимание родителей, внимание педагогов на ребенка, Каким-то да, проявлением. То есть надо к замечать проявлениям, вот каким-то минимальным, Конечно, да, каким-то. потому что вот ребенок, если начинает плохо слышать, он начинает громче разговаривать. Он поворачивает ушко к радио, к телевизору, понимаете? То есть он как-то вот ищет То есть источник нужно звука. наблюдать. Наблюдать надо. Да, и обязательно, естественно, все наши вот любимые вот эти почитать внимательно, да, смотрим сказки, играем в сказки, да, рисуем очень много, чтобы у ребенка была развита рука. хорошо мелкая моторика. И еще вот тоже как профилактика, чем лучше ребенку и в каком возрасте рисовать. Рисовать важно, ведь очень... Мы даем карандаш ребенку очень давно. Малыш берет карандаш и начинает черкать какие-то круги. Но дело в том, что когда мы даем карандаш, это очень интересный предмет, ребенок замолкает. Он очень увлечен этим, очень увлечен. И именно в это время мы, естественно, мы забываем о том, что карандаш надо как-то правильно держать. Карандаш начинают держать каким только угодно способом. И у нас дети неправильно держат ручку в школе. Переучить потом это невозможно. То есть, когда вот они в детском саду получили этот карандашик, который спасительный для всех, для окружающих, когда ребенок занят, действительно, он увлечен настолько, что там просто для него это очень новая вещь. Да? Вот. Но вот именно тот момент, когда нужно ставить правильную руку, это очень важно. То есть это тоже очень сильно влияет. Конечно, да? потому что, в принципе, мы рассчитаны на правильное положение руки. Но это руки. как бы и легко как бы руке писать, да, то есть не болит конечно. как бы все. И не так рука устает, если это правильно. Спазма, чтобы не было, да. конечно. И тоже вот очень часто родители дают детям, да, с первых дней фломастеры, там еще что-то. Вот что вы посоветуете, что лучше? Это простые карандаши, цветные карандаши, краски, гуашь? Вот с чего начинать? Я думаю, что вообще простой карандаш – это самое хорошее. Конечно, есть пальчиковые краски, которые и моторику развивают, это очень хорошо для малышей, но так я вообще приветствую карандаш. Но и еще не только нарисовать, надо ведь контур предмета уметь обвести, например. Да? Очень плохо дети штрихуют, это очень у нас. Очень плохо дети раскрашивают. Кажется, столько у нас раскрашек теперь, столько литературы, но ведь иногда они красят просто так вот в центре. А ведь для школы необходима аккуратность, чувство контура. Вот это вот, как правило, очень страдает у детей, конечно. То есть вот еще один, да, выявили такой момент, конечно. что детям все-таки для профилактики нарушений письменной именно речи все-таки стоит еще и штриховать обязательно, Да, обводить, обязательно. И это должны быть все-таки карандаши, потому что все-таки это и качество, карандаши, конечно, да. И лучший ребенок ощущает вот эту вот пространственность, да, наверное, на листе, нежели эта ручка сразу, да, в руки. Ручка, да, нет, конечно. И так далее. Однозначно. Конечно, у учителей может быть какое-то и другое мнение все-таки, но я так думаю, что у я считаю, что специалистов вот узкого профиля, скорее всего, карандаш. У нас будет однозначное как бы мнение, что это все-таки карандаш. Как бы это и качество выполнения работы у ребенка. Да? Не надо спешить в данном случае. Да, здесь спешить не стоит. Здесь спешить не стоит. Но родители, знаете, иногда дают раскраски, а покупают их кучу.
И вот эту раскраску ребенок берет и на каждой странице все накрасил, вот уже все, у него все готово. Получается, что эта раскраска свои функции не выполнила. Мгм. При этом надо давать небольшую порцию и смотреть, как это все сделано. Может быть, даже где-то дать образец, что давать вот так вот, давай теперь ты дальше Ну вот, продолжай. смотрите, да, Лена Васильевна, сейчас вот очень тоже как бы популярны стали большие раскраски, когда всей семьей можно разукрашивать. Я думаю, что это будет, ну, как бы является таким одним из интересных компонентов, Очень да, когда даже, это увлекает конечно, ребенка, да, потому конечно. что с ним подключается и И мама, и родители, папа, и и все, бабушка, и старшие братья, сестры, да. конечно. И в то же время, почему мы говорим, что это профилактика именно письменной речи? Потому что ребенок, когда пишет, он что идет? Он видит, да, ему нужно оптически понимать. Он Соотношение держит элементов ручку, разные, конечно, соотношение безусловно. элементов буквок. Поэтому, когда ребенок все-таки разукрашивает, рисует, что-то там пишет, выводит, заштриховывает, это являются основные компоненты письма в итоге. Ну, конечно, и выработка и аккуратность, и усидчивость, то есть здесь и скрупулезность вот эта вот, потому что бывает, ведь работу можно выполнить не за один раз, а наши детки Да, спешат. то есть не торопиться, Да, а они именно что спешат. есть возможность отложить, вернуться к ней снова, Конечно, сделать конечно. ее качественно. То есть это приучает ребенка к аккуратности в итоге в тетради впоследствии, И, да? и к конечному результату. К конечному результату. Понимаете, то есть и у него будет все очень красиво, мы доделаем. То есть вот это вот не надо бояться того, чтобы оставить работу. Гораздо хуже, когда вся книжка раскрашена, везде по чуть-чуть, везде понемножку. Ну, безусловно, и как профилактика все-таки, чем оно хорошо, то что все-таки ребенок, когда пишет, да, ему потом приходится что, встраивать в строчку Да. букву, цифру, да, встраивать в строчку, видеть написанное слово, да, когда он читает. Да, конечно. Поэтому, когда он разукрашивает, он все-таки определяет для себя какие-то границы и научается это видеть. Конечно, конечно. Хорошо еще, когда еще при этом как-то мама, допустим, говорит, давай вот это вот, допустим, левую рыбку раскрасим или так далее. Да, то есть пространственные какие-то одновременно отношения. какие-то вот такие моменты учитывать. Это очень хорошо. Но я думаю, что вот наши детки, конечно, многое могут, но если бы мы к ним были более вот внимательны, нельзя давать чисто на самотек ребенку вот какое-то упражнение там одно давать. А буковки это вообще, ведь я почему говорю, что я против того, когда в детском саду дети печатают буквы, дети печатают цифры. Они печатают так, как они могут. А существуют определенные учителя, Правила определенные, каллиграфии. они этому учат их, да, они учат прямо стрелочкой, показывают как. Если ребенок научился печатать цифры и буквы печатные в садике, это потом очень трудно потом убрать или исправить. А особенно нужны цифры. Пусть печатные буквы нам не так потом будут, да, мы их не будем писать в школе, там будет письменное. А цифры в математике, а направление руки, направление движения, который элемент первый, который второй, совершенно не учтены. Ну, хотя воспитатели говорят, ну, вы знаете, вот мы иногда, например, какие-то там, типа, задачи там решаем, да, какие-то такие вот наглядные, как это, очень хорошо. Но ведь всегда можно сделать просто карточки, чтобы ребенок просто показать пальчиком, вот чтобы эта ребенок цифра. как раз вот то, о чем мы и говорили, визуализация, да, Да, действительно, чтобы ребенок умел соотносить увиденное, да, с тем, что находится перед изображено, ним. да. То есть услышанное и изображенное. То есть то, что он услышал, допустим, А, и он увидел эту букву А, вот она ваша профилактика письменной речи, нарушений вот этих письменной речи, да, что ребенок видит и понимает эту букву, этот звук хорошо воспринимает. И впоследствии, когда будет уже обучаться элементам письма, да, не конечно, будет каких-то проблем. Да. Ну, вообще, учиться письму трудно. Трудно, безусловно. Это трудно. И поэтому, конечно, когда вот ребенок начинает, конечно, я сама видела, как вот внучка у меня тоже начинает, и ведь вроде и старается, но очень трудно. Поначалу безусловно. Очень трудно. Но это совершенно другой вид деятельности уже у детей. Ну, которая потом и ляжет в основу всего обучения. Безусловно. Это фундамент. Это база. Это фундамент. Без этого нельзя. Просто без этого в школе учиться больше нельзя. Конечно. Поэтому вопрос очень важный, конечно. Ну и в итоге, значит, что хочется сказать, что читайте больше своим детям, да, это будет профилактика ошибок. Почему? Потому что ребенок, запоминая текстовое сопровождение, все-таки слышит правильное
произношения того или иного слова, оно откладывается у ребенка, и впоследствии при написании он уже будет правильно понимать, как пишется это слово. То есть вот это вот буквенное наполнение, да. Чаще давайте детям слушать сказки, да, смотрите с ними хорошие фильмы, Да. мультики, качественные, да, чтобы у детей пополнялся этот запас Не просто грамотности, посмотреть, да. но и поговорить об этом. И потом, обязательно, в да, дальнейшем. безусловно, обсуждайте то, что вы слышали, то, что вы прочитали, то, что вы посмотрели с ребенком какой-то мультфильм или Вместе. фильм вместе, да. Куда-то сходили, обязательно спросите у ребенка, что там было, да, чтобы он мог отвечать логически, правильно, грамотно на ваши вопросы. Обязательно давайте ему больше работы по мелкой моторике, да, начиная буквально чуть ли не с рождения, все-таки мы Практически, да. да, мелкой Практически, моторикой, да. потому что, ну, это, безусловно, основной компонент, да. Вот. Ни в коем случае не заставляйте ребенка писать правой рукой, если он у вас левша. Определите ребенка, да, чтобы не было впоследствии именно вот нарушений письменной речи, потому что когда идет перекрестная, естественно, ребенок путается, у него начинаются неврологии, он начинает переживать, нервничать, и это еще хуже отражается на обучении в итоге, да. Да, конечно. Вот, поэтому лучше понять, да, правша, левша, то есть Да, выявить ребенка уже до школы. До школы, То есть безусловно. конкретно уже определиться, и когда ребенок приходит в школу, мы уже сразу говорим, у нас ребенок левша, Да. чтобы учитель знал и понимал. Сейчас, конечно, нет такой строгости, да, переучивания. Нет, такой строгости нет, но просто некоторые родители все-таки хотят. Да? Мы Вот, общество праворуких, поэтому как-то вот все-таки как бы хотят всё-таки. нужно смотреть, да, и смотреть Ведущую все-таки половину ведущую тела. руку все-таки выявить у ребенка ведущую, что лучше, да, будет ребенку. Обращайте внимание на что еще, Елена Васильевна, помимо того, что мы уже сказали. Воспроизведите, да, за мной, повторите за мной и так далее, да. Да, повторите. Ну, в принципе, спасибо на этом. Спасибо. Если будут вопросы, пишите, задавайте вопросы. Мы постараемся их все скомпоновать и провести следующий вебинар по вашим запросам, по интересующей вас теме. До свидания. До свидания.